Это знаменательное событие, дань памяти нашему земляку и всем тем, кто причастен к героической и трагической афганской войне. Афганская война, она длилась 2 раза дольше Отечественной войны. О войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о ней. О тех, кто не вернулся, и о тех, кто вернулся искалеченной душой. Но, несмотря на это, жизнь продолжается своим контрастом. Черные, белые, темные, светлые. И мы надеемся и желаем вам, чтобы темные и черные дни никогда не повторялись. Вечная память павшим, вечного терпения матерям, не дождавшимся своих сыновей с войны. Вечная благодарность воинам, которые смогли вернуться, пережив страшные испытания. Они – наша гордость и гордость нашей страны. А теперь разрешите предоставить право открыть эту мемориальную доску и пригласить сюда председателя правления инвалидов войны Республики Татарстан, депутата Государственной Думы Российской Федерации 2-го созыва Василия Петровича Альмяшкина и управляющего компании «Строим будущее» города Набережные Челны Наримана Нургалиевича Насырова. Разрешите предоставить слово председателю Совета воинов боевых действий Зиганшину Ильшату Кашаповичу. Qadrli munchalilar, hurmatli atiyanilar. Bugun mana biz jiyindik mangiga isga qoladigan kunga Rumilga mangilik taqta ochilgan. Bunda biz ko'rib, kelishib, o'qituvchilari bundaning ko'rshilari, atiyanilari biz ana sila bo'yicha haqqini bilamiz. Bir yerda xizmat etchakda bulay turmushda ko'rishirga to'g'ri kelmadi. Rumil senga mangilik Udyan sening boshchiqingda biz sening bilan har vaqt birga, biz seni unutmaymiz. Biz unutmaganda senda bizning ortda, bizning bilan istiqortimda. Şol fırsatdan faydalanıp, men size hazır sırar edim. Her birinizden basıp durup, minutu молчания berdi. Rahmat. Rafael abi, Zeki apa, men aytib ketdim endi biz sizin bilan mangiga biz ko'rishib turamiz, bilishib turamiz mana biz hozir sizga yüzümüzden kichkinagina bo'lagimizni topshiramiz. Ham tam bir so'zni yüzümüzning so'g'ishchan do'stimizga, нашему другу, воину-афганцу Альмяшкину Василию Петровичу хочу передать. Добрый день, уважаемые земляки. К сожалению, на войне свои законы. Война не жалеет ни молодых, ни старых. Румылу было всего лишь 19 лет. И получилось так, что не вернулся, родители его не дождались. Еще один закон есть, несправедливый на войне. Война, к сожалению, забирает самых смелых. Трус где-нибудь отсидится, а смелый погибает. К сожалению, вот так бывает, это законы войны. Еще бы хотел сказать, вот такие парни, как Румыл, в течение 10 лет спасали целое поколение нашего молодого поколения, которое растут. Спасали от международной наркомафии, спасали от международного терроризма. Ценой своей жизни они спасли целое поколение. Вот что они делали, наши молодые парни, в те годы в афганской войне. Поэтому ни насколько не сомневайтесь, этот парень на самом деле был великий герой, ваш земляк. И родители пусть никогда не сомневаются. Румыл для нас всегда герой. И мы всегда скорбим за то, что его нет с нами. И еще хочу сказать,
Пару слов. Такие вещи, как сегодня памятная доска, просто так они не бывают. Бывает только благодаря людям, у которых горячее сердце, которые не забывают своих парней. Вы его знаете, он ваш земляк. Его зовут Нариман Нургалевич, который приложил все усилия, которые свои земляки не забыли своих героев. Поэтому от имени наших афганцев мы решили наградить нашей общественной медалью за активную гражданскую позицию и патриотизм. Қадірлі ауылдашлар, Ромуль менің оқушым еді, мектепте оқытқанда. Бұл менің көршім еді, Рафаиловой Зекия ұллары. Ол менің туған күнімде халақ болды, 18 июльде. Шыңа көре мен бек қаты істер жатып, менің көз алдымда бірге ойнап өскен бала біздің орамда. Өзіме сөз алған сол сөзімді өтедім мен. Шыңа көре ауыл халқы барымызда бірге біздің істелеген істе тұтып, бар еді шынды біздің ауылда егетлер дейіп еші көреге. Рахмет. Сражение кончается, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. Но память людской, она еще будет жить долго, потому что эта история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Верные присяги, убежденные в том, что защищают интересы Родины и оказывают дружественную помощь соседнему народу. Они лишь выполняли свой воинский долг. И наша святая обязанность – хранить память о них, как о верных сынах Отчизны. И пусть славные традиции воинских поколений продолжаются и в наши дни. И дай Бог, чтобы новое молодое поколение и в будущем охраняло только мирную жизнь своего народа. А теперь нам еще раз хотелось бы поблагодарить и предоставить слово отцу нашего героя Рафаиловой Сізге сөзіне берейік, бір-екі сөзген айтып кетсеңіз. Көппен тұрсақ та, ол халық енді бізге барыбір қатмай. Келешекте болмасын ұшығушылар, келесі буынларға жақсы рахмет барыңызға. На этом церемония открытия мемориальной доски подошла к концу. Надеемся и желаем вам, чтобы темные и черные дни никогда не вернулись, чтобы не повторялись для матерей и жен, а остались в прошлом. Здоровья всем и мирного неба над головой. Спасибо всем.